Это заседание рабочей группы, созданной в целях организации приема граждан страны и иностранных граждан, эвакуированных из Палестины в Ингушетию, для размещения социально-бытового обустройства, оказания гуманитарной помощи и социальной защиты. Встреча проходит под председательством руководителя группы Билана Хамчиева, члена Совета Федерации России. Он обратился со вступительным словом к собравшимся. Это люди, которые пострадали, прибыли к нам. Мы не можем допустить, чтобы у них условия ухудшились. Задачу такую глава поставил, так что внимательно прошу отнестись каждого, кто здесь сидит, вот по тем направлениям, которые от каждого из нас касается. Глава поставил задачу, что мы их будем дальше содержать, смотреть, решать их проблемы. Поэтому я сейчас попрошу, чтобы каждый, от кого зависит те или иные вопросы, связанные с нахождением на нашей территории этих граждан, оперативно каждая служба занималась этим направлением. Все службы, которые нам нужны, включены в нашу рабочую группу. Сегодня в пункте временного размещения в гостинице «Асса» находится более 170 человек. Это 42 семьи, эвакуированные из Палестины. Участники заседания говорят о текущем положении беженцев, их нуждах и проблемах, с которыми они здесь сталкиваются. Дети дошкольного возраста посещают дошкольные образовательные учреждения. С 1 сентября достигнута договоренность с Министерством образования, что дети школьного возраста, это 83 человека, пойдут в общеобразовательные учреждения региона, согласно их возрастной категории. Также решается вопрос зачисления студентов, 17 человек, в Ингушский государственный университет. 22 семьи полностью или частично вступили в гражданство Российской Федерации, из них 16 семей имеют несовершеннолетних детей. Особое внимание уделили вопросам трудоустройства и социальной интеграции беженцев в ингушское общество, а также правовым аспектам их пребывания в республике. В настоящее время трудоустроены 6 человек. Пособия либо иные социальные выплаты, положенные как гражданам России, ни одна семья из перечисленных не получает. В настоящее время 19 человек подали, либо получили уже право на получение вида на жительство, либо гражданство Российской Федерации. Министерством здравоохранения Республики Ингушетия обеспечена вся необходимая медицинская помощь. Подводя итоги заседания, участники рабочей группы выразили уверенность в необходимости солидарности и сотрудничества для решения проблем беженцев. На своем уровне отработать то, что от вас зависит, то, что не решается. Давайте в 10-дневный срок или максимум 2 недели вы докладываете, координатор всей это Руслан, и мы выносим это уже на обсуждение, где это нужно. Если это вопрос главы республики, с ним обсудим правительство. Власти республики взяли над вынужденными переселенцами полную опеку и намерены и дальше помогать людям, которые подверглись тяжелым испытаниям и нашли приют в Ингушетии. Тамара Хашагульгова, Али Зязикова, Магаз 24.